Несмотря на то, что делегация Саудовской Аравии после плюс 37 прилетела в Москву, где всего лишь 7 с плюсом, гости отметили, что в России встретили очень теплый прием. Дружественное общение продолжилось в Кремле в присутствии руководителей нескольких мусульманских регионов страны, в том числе президента Татарстана. Напомню, что в феврале Рустам Минниханов был с официальным визитом в Саудовской Аравии и от имени Владимира Путина пригласил короля приехать в Россию с ответным официальным визитом. Исторический визит – первый в истории взаимоотношений двух государств. Обе стороны готовили очень тщательно. В составе делегации от королевства все ключевые министры, десятки журналистов. Сам Владимир Путин 10 лет назад посещал Саудовскую Аравию, а ответный визит состоялся только что. Мы рады визиту короля Саудовской Аравии, первому в истории наших межгосударственных отношений. Уверен, что этот визит придаст новый мощный импульс в развитии двусторонних межгосударственных отношений. К этому моменту встречи за круглым столом на российской земле шли очень долго. Зимой Рустам Минниханов, как руководитель стратегической группы «Россия – исламский мир» и закрепленный Владимиром Путиным за направление по сотрудничеству с исламскими государствами, прибыл в Саудовскую Аравию. Президент Татарстана напомнил Сальману бен Абдаль-Азизу Аль-Сауду о поступившем ранее приглашении российского президента посетить нашу страну. И вот исторический визит состоялся. Очень важно, что будут налаживаться отношения, и это уже не наша прерогатива, прерогатива руководителей нашей страны. Но отрадно, что это приглашение донес до короля именно наш президент Рустам Нургалиевич Минниханов. Сегодня в ходе кремлевских мероприятий стороны обсудили большое количество вопросов, начиная с темы о мирном освоении космического пространства до ситуации в Сирии. Мы ценим прозвучавшее в вашем выступлении теплые чувства в адрес нашей страны. Нам доставляет радость находиться в вашей дружественной стране, чтобы подтвердить наше стремление к укреплению и усилению отношений между нашими странами и народами в различных областях. Самый важный и насыщенный день в работе делегации сегодня. И сегодня же в Кремле была подписана череда соглашений – 14. А в рамках недели Саудовской Аравии в Москве сегодня же было подписано соглашение между Российским фондом прямых инвестиций, Суверенным фондом России, одной из ведущих медицинских компаний Саудовской Аравии, о строительстве в Татарстане многопрофильного центра детской реабилитационной медицины. По плану в новом центре будут использоваться современные инновационные технологии лечения. Дина Газалиева, Виталий Лукьянов, Александр Ярошов, ТНВ, Москва.